Ни дождь, ни плохая погода не могут омрачить сегодняшний праздник открытия общеобразовательного учреждения в Сурхахи. Учителя, школьники и, конечно же, родители с большим волнением ждали этого дня. И сегодня для них распахнула свои двери школа на 540 мест. Новую трехэтажную построили на место старого здания 78-го года постройки, в котором раньше приходилось в буквальном смысле ютиться. Большой актовый зал вместимостью около 300 человек, столовая на 150 посадочных мест, спортзал и, конечно же, просторные кабинеты и новейшая техника. Вот это кабинет русского языка и литературы. Посмотрите, какое большое светлое помещение. Здесь, правда, еще не все оборудовано. Нам еще обещают компьютер сюда поставить. Мы будем работать с интерактивной доской. Мы еще его оформим, портреты писателей, поэтов, повесим, все. Ну, как говорится, благо дело начала. Раньше, конечно, в старой школе, если сравнить со старой школой, не было таких возможностей, таких помещений. Светлое, теплое, уютное. В старой школе была сырость. Не было возможности заниматься по интересам, потому что мы в 3 смены учились. Сейчас я, конечно, уверен, не то, что я надеюсь, я уверен, что будет больше возможности работать по интересам с детьми, и внеурочная работа у нас будет лучше и эффективнее проходить. У маленькой Мадины Манкиевой сегодня двойной праздник – открытие новой школы и день рождения. Правда, за различными играми и знакомством с новой школой о своем дне рождения девочка и вовсе забыла. Классы, парты, стулья. Мне тут все нравится. Я училась хорошо, а в новой школе буду учиться очень хорошо. Дополнительному образованию теперь будут уделять больше внимания. Здесь открыты различные курсы от бисероплетения до шахмат. Если же говорить о читальном зале, то здесь установлено 12 новейших компьютеров с выходом в интернет и огромное хранилище, где хранятся тысячи книжных экземпляров. Школьники отмечают, что в таких стенах учеба будет в одно удовольствие. Очень хорошая школа, освещенность, кабинеты просторные. Очень нравится школа. А вот что именно тебе нравится? В основном актовый зал. Тот актовый зал был меньше, сейчас очень просторный, красивый, больше места. Старая школа была всего лишь 2 этажа. Сейчас школа больше кабинетов. Та школа была в 2-3 смены, сейчас 1 смена, более лучше. Появились шахматные кружки по биологии, физике. Но ты довольна? Да, очень. Вот в этой школе очень большие кабинеты, тут все красиво, двор большой, рисунки красивые во дворе. Тут шахматные, можно и в шахматы играть. И тут большие кабинеты есть. А в старой школе что было? В старой школе было меньше кабинеты, а тут большие кабинеты очень. И шахматы нельзя было играть в старой школе. Радость тех, кто уже занял свое место за партами, полностью разделяют их родители, которые видят в новой школе большие возможности для своих детей. Ведь основа во взрослую жизнь у учащихся закладывается именно в школьных стенах. Об открытии такого общеобразовательного учреждения, отвечающим всем современным стандартам, жители села и не мечтали. Раньше дети ютились в маленькой школе, а сейчас им привольные, есть занятия разные, секционные занятия у них, кружки разные у них есть. Конечно, как родители, я довольна. Дети рады, школа большая, светлая, оснащенная. Раньше у нас школа была, она более, так сказать, она была предусмотрена на те условия, на то, что было в прошлом. Сейчас у нас новые условия, новые требования. Эта школа нам не подходила под эти требования. Сейчас у нас намного оснащеннее в плане технического обслуживания, техническая оснащенность. Есть условия этим заниматься. Видите, у нас новые парты. Каждая парта у нас там нарисована доска, шахматы. Раньше нам приходилось вот эти шахматы постоянно приносить детям, уносить. Это было намного сложнее. В плане детям интереснее заниматься. Есть электронные материалы. Есть игровые формы обучения. Вот само оснащение, большие светлые комнаты, классы. В школе условия жмечер, пространство яцер озму, пространство разные кабинеты шамажми,
что и прибор, хамажи. Конечно, дикая школа. Тигискование, паргатуе. Поздравить школьников, родителей и весь педагогический коллектив приехал глава региона Юнусбек Евкуров, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов и заместитель полпреда президента России в СКФО Сергей Стариков. Выступая перед собравшимися, почетные гости отметили, какая высокая динамика достигнута в Ингушетии по качеству образования за последние годы. А о масштабах строительства общеобразовательных и дошкольных учреждений и говорить не стоит. Всей системы образования я хочу тоже сказать огромное спасибо. Я думаю, все присоединятся. Главе республики, вам огромное спасибо за все, что вы делаете для системы образования. Это бесценно. Я сегодня говорил, наверное, впервые, вот, ребята, которые здесь присутствуют, наверное, еще не знают, мы в свое время жили в большой стране, она называлась Советский Союз. И там тоже строились в этой стране школы, детские сады, больницы. Но то, что сделано за последние 5-6 лет, построено в несколько раз больше школ в республике Ингушетия, в несколько раз больше детских садов, чем за все время Советского Союза. Это огромное количество, 70 лет. Это большое дело, то, что делается ради вас, ребята, для вас. Вы будущее. Мы в таких вот, я сам из Москвы и учился тоже в московской школе, у нас таких школ не было. Благодаря стараниям и федеральным органам власти, и, конечно, благодаря усилиям и такой настойчивости главе республики удалось это сделать. Смотря на эти стены, смотря на это здание, я думаю, что приятно будет ходить сюда и учиться детям, и работать учителям, и родителям приходить отводить и забирать детей. Поэтому это замечательно. Надеюсь, что и уверен, что качество образования будет такое же качественное, как и ремонт в этой школе, и все у нас будет хорошо. Что это делаете для наших детей? И когда федеральный центр или из бюджета республики, или из небюджетных источников выделяются определенные средства, то всякому учреждению или ведомству, которое выделяет эти средства, хочется видеть эффективность, правильность использования этих средств. Школу построить, да, это проблема. Деньги выбить – проблема. Дать гарантию, что мы все освоим – проблема. Но потом уже, когда эта школа сдана, заставить детей учиться лучше, сделать, чтобы они лучше учились. Конечно, заставлять это тоже не совсем хорошее слово, но мотивировать, чтобы лучше учились. Вот это и есть эффективность вложенных средств. Каждого рубля, каждой копейки. Прошу это учитывать, это правильно понимать. Прямое личное указание Владимира Владимировича Путина в именно системе образования, системе спорта, системе культуры Республики Ингушетия. Прямое личное указание. Здесь Сергей Сергеевич Кравцов правильно сказал. За 70 лет советской власти не построено столько, сколько нам удалось сделать буквально не даже 10 лет, а 6 лет. Это же уважение федерального центра именно к нам, к республике, к народу. Чем должны мы ответить? Педагоги, настойчивостью в преподавании. А дети, конечно, при всем при том, что вот эти все дети, мы тоже были пацанами, и смеялись, и подкалывали друг друга, всякое было, и с рогатки стреляли, все было, но при этом учились. Поэтому, конечно, вы все максимально должны отдаваться учебе. Я не раз это говорил, культура и образование, образование и культура. Почему я на личной встрече и с Владимиром Владимировичем Путиным, и с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, и с федеральными министрами, потому что когда Лев Владимирович Кузнецов был сегодня, Сергей Викторович Чеботарев, министр по делам Северного Кавказа. Я доказываю, я обосновываю, я прошу. Вот два направления, где должны делать упор. Да, по другим направлениям тоже надо, но именно объекты культуры и объекты образования. Потому что без этих двух составляющих говорить о динамике развития народа, ну, сложно.
Да, у нас есть заложенные наши фундаментальные вещи, адаты наши, обычаи, традиции. Они никуда не денутся, и без объектов культуры, и без объектов образования. Они останутся, они в крови уже у нас. Но если мы хотим твердо поднятой головой идти в современный мир, у нас должно это развиваться. Школьники в знак благодарности за такой бесценный подарок приносят клятву верности новой школе, обещая учиться хорошо и не нарушать дисциплину. Свои творческие таланты учащиеся демонстрируют тут же. После торжественной части почетные гости и глава Ингушетии осмотрели новое общеобразовательное учреждение. А как-то определились в будущем, кто кем хочет быть вообще? Ну, чего? Вот сейчас мы были во 2 классе, все активно руки поднимали. Говорили. Уже выбор профессии у них уже был. Есть? Говорите, как хочешь, что ж вы стесняетесь? Пока не выбрал профессию. Чего? Боксером, да? После Сергей Кравцов и Юнусбек Евкуров ответили на вопросы журналистов. Я хочу сказать, что посещают школы не только на территории нашей страны, но и в других странах. Вот не всегда и не везде есть такие школы, как эта школа. Прекрасное оборудование, светлая школа, прекрасный зал, хорошие территории. И вы посмотрите, какие светлые глаза у детей. Они горят, они хотят учиться в этой школе. Мы когда с главой зашли в класс, дети вставали и благодарили за то, что есть у них новая школа. И я уверен, что это скажется на качестве. И открою небольшой секрет. Мы анализируем динамику качества образования в каждом регионе, в том числе в республике. Когда начался объективный экзамен, сегодня ни у кого нет сомнений, что экзамен проходит объективно, стало улучшаться качество образования. Незаметно, не все ощущают. Поэтому помимо инфраструктурных изменений улучшается качество образования. Мое первое требование, чтобы эффективность вложенного каждого рубля была высокая. А высокая она будет всегда, когда мы с каждым годом будем повышать уровень и качество образования. В этом весь смысл. И здесь приятно, что раньше эта школа была, старая школа здесь была в 3 смены. Жуткая картина была. Сегодня, раньше здесь вообще столовой не было. Не было там маломальского спортзала. Сегодня здесь все условия, я уверен, что директор школы, педагоги делают все, чтобы учеба была на высочайшем уровне. Теперь как для учителей, так и для учеников созданы все необходимые условия, и с появлением таких возможностей они смогут всесторонне развивать детей. Школа, когда она как вторая открывалась, она была построена в 1978 году. А потом мы, естественно, с участием наших депутатов, родительского совета, все время на сходах, на собраниях обращались к руководству республики с просьбой, чтобы нам построили новое здание для школы, так как у нас не было возможности проводить полноценный учебный процесс. Даже не говоря о дополнительных занятиях, у нас не было возможности нормально проводить учебные предметы. Мы, естественно, занимались в 3 смены. Санитарное состояние не всегда соответствовало. И вообще сам рабочий климат, он не так складывался, как мы хотели. А в данное время у нас появилась огромная возможность. В школе делают акцент на то, чтобы учащиеся проводили свое время с пользой, и детям придется оправдывать доверие не только директора и преподавателей, но и своих родителей. Ведь для этого у них есть лучшие условия. Светлана Томова, Асхаб Белакиев. Новости 24.